Чувашия простилась со своим святителем. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался 1 июня на 90-м году жизни после тяжелой болезни. Сегодня состоялось отпевание и погребение владыки. Почти сутки для всех желающих проститься с владыкой Варнавой был открыт Покровско-Татьянинский собор. С соблюдением всех санитарных норм здесь позволили отдать последние почести усопшему. 43 года он служил Чувашии. Его без преувеличения знала вся республика. Любили и стар, и млад. Он согласился с Москвы приехать сюда к нам и стать нашим святителем. И приедя сюда, он возлюбил каждого человека, верующего и неверующего на этой земле. И лично для меня была настоящая духовная радость, что я мог бывать на службах, которые он совершал не только в нашем храме, но и в других храмах республики, и даже в Москве, и в Дивеево. Духовные чада митрополита Варнавы живут в разных концах России. Чтобы проводить в последний путь своего любимого владыку, Сергей Бондаренко преодолел за рулем своей машины больше 1000 километров. Я думаю, что сейчас радуется небо. Мы все скорбим, а небо радуется. Это был необыкновенный человек. Я таких не видел и, наверное, больше не увижу на этой земле. Далеко за пределами республики, в разных странах, его признавали как святого. Паломники из Чувашии узнавали об этом из первых рук. В Италии отец Александр, когда узнал несколько лет назад, что мы из Чебоксар, он поднял руку свою и сказал: вот таких старцев, светлых, великих, столпов православия в России, может, 5 наберется, и первый среди них ваш владыка. Божественную литургию в день прощания с владыкой и чин отпевания возглавил митрополит Ешкаролинский и Марийский Иоанн. Указом патриарха Кирилла он назначен временно управляющим Чебоксарской епархией. По традиции, после отпевания гроб с телом почившего обнесли крестным ходом вокруг собора, который он закладывал, строил, в котором так много служил. Гражданская панихида состоялась на площадке перед храмом. Она собрала множество людей, многих из которых он привел к церкви, вере и Богу. 44 года служения на чувашской земле митрополит Варнава снискал уважение и любовь всех народов, которые живут на территории Чувашии, независимо от национальности и конфессий. Мы будем помнить мир нашего владыки, мир полный его любви к Богу, к людям, к церкви. Знаменательным завершением панихиды стало обещание, данное архипастырю. Я думаю, все вместе, по крайней мере, я беру на себя такую ответственность. Мы этот храм как можно быстрее достроим для того, чтобы люди там молились, а помолившись в храме, приходили к владыке, низко ему поклонившись за все его труды. Место своего упокоения митрополит Варнава выбрал сам. По его завещанию владыку положили за алтарем строящегося собора Сергия Радонежского под простым деревянным крестом, который он тоже просил установить сам. Здесь он будет напоминать, что доделать последнее дело его жизни, достроить храм – святая обязанность республики и всех нас. Зинаида Паршагина, Семен Антонов, Вести, Чувашия.